Как сказал профессор Эдуард Шайхулович Хамитов, учителя – уникальные люди, которые 2 раза в год празднуют начало Нового года – календарного и учебного. Но и на этом праздники педагогов не заканчиваются. 5 октября весь мир отмечает День представителей этой, безусловно, самой благородной профессии. ВГПУ ежегодно проводит традиционные Дни просвещения, приуроченные к празднику. Программа Дней просвещения открылась 30 сентября презентацией художественной выставки «Тебе, учитель, посвящается», на которой были представлены работы школьников. В этот же день свои двери для посетителей распахнул реконструированный кабинет истории ВГПУ. Музей, в котором собраны архивные материалы, фотографии, экспонаты, связанные с прошлым университета, теперь находится в современном, оборудованном по последнему слову техники кабинете. Теперь каждый желающий сможет прийти на экскурсию или посмотреть видеофильмы об университете. Празднование Международного дня музыки стало в нашем университете хорошей традицией. В прошлом году в этот день нас посетили певица Алсу и ее отец Ралиф Сафин. Отец и дочь подарили студентам БГПУ «Белый рояль», а Алсу исполнила несколько популярных композиций. Церемонию вручения премии имени Мифтахиддина Акмуллы журналистам республиканских средств массовой информации проходила 2 октября в Белом зале университета. На церемонии чествовали журналистов, которые в течение года освещали вопросы образования. Настоящая премия была учреждена нашим университетом несколько лет назад и проводилась уже в 6-й раз. В этом году этой почетной награды удостоились корреспондент общественно-политической газеты «Вечерняя Уфа» Татьяна Варицкая, корреспондент службы новостей «Спутник ФМ» Артур Басыров, детско-юношеский журнал «Аманат». В присутствии студентов и гостей Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы проректор по социальной и воспитательной работе Венер Шаяхметов вручил лауреатам дипломы, поблагодарил за проделанную работу и выразил надежду на то, что в следующем году журналистов, отмеченных премией, станет больше. 3 октября в рамках Дней просвещения состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Преемственность традиций в литературах родственных народов», посвященная 65-летию Роберта Миннуллина. Юбилей известного поэта, политического деятеля собрал ученых, писателей, любителей поэзии со всей республики. А вечером состоялась презентация книги Роберта Миннуллина «Дорогие мои земляки». Ежегодно в Дни просвещения элита вуза профессора принимают в свои ряды новые имена. И в этом году галерея профессоров стала богаче еще на 4 фотографии. 4 октября в нее были внесены имена профессора кафедры теории и методики начального образования Самата Абдрахимовича Мухамедьянова, заведующей кафедрой специальной педагогики и психологии Рахимы Гельмединовны Аслаевой, заведующего кафедрой общетеоретической физики Минихана Абузаровича Фатыхова, профессора кафедры философии, социологии и политологии Бондаренко Виктора Николаевича. Кульминацией Дней просвещения стало торжественное собрание коллектива, посвященное Всемирному дню учителя. В этом году оно проходило в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима. Завершились Дни просвещения награждением лучших преподавателей, студентов и академической группы. Победители в номинациях из числа студентов получили путевки на зимний отдых. Итоги прошлого года подведены. С новым учебным годом, друзья!